что есть такая вот задача? Якутия, город Якутия. Понял я, когда у меня умерла жена. Тяжелой болезнь, которую я не мог вылечить. Ну как я вылечу, я простой человек. И врачи не могут. А рак желудка у нее был. 7 лет или 5 лет промучились мы с ней. Ну, она на руках умерла у меня. Ну, я с ума сошел после этого. Ну, а что здесь, горе. Вся деревня знает. Что там, весь народ знает. И стал просить Бога сделать меня шаманом, чтобы людей лечить таких, как она, безнадежно больных. Целителем хотел стать. Ну, и Бог сказал, иди в лес, посмотрим. Туда и пошел. Не дало мне ни целительства, ни гадательства. Из воина из меня. Все время там я обучался воинскому искусству. Все время в лесу. Никакого целительства. И песнопением древним, которые туда-оттуда. Как рождается мир, как живут люди, какие законы у людей, у зверей, у птиц. Там много песен. Это алгысы называются по-якутски. Как обряды проводить. Каким духом, как петь. Все это шаман проходит в состоянии сумасшествия. Поэтому я сперва не понимал, среди людей пытался жить. Несколько раз пешкушку чуть не запихали меня. Ну, современный человек, конечно, он смотрит, ходит дурак, поет все время песни древние. Вот мать меня защитила, она поняла, вот он обряд посвящения проходит, не трогайте его. И меня в лес это сказала, иди в лес, сынок. Там тебя никто не тронет, там живи. Ушел я в лес. Ну вот. Никакого у меня целительства Бог не дал. Ничего я не могу, ни пальцами не лечить, ничего не гадать. Воевать умею, как говорится, вот и все. А потом я спрашиваю Бога, а для чего это, шаман? Я же христианин, вот Христос говорит, любить ближнего своего. Ударит в эту человеку, проставь правил. Это мне противоречит, говорю. Как же так, ты, Бог, меня учишь? Людям вред причинять. Жди, твое время придет, голос говорит мне с ним. Это сумасшествие, я же сумасшедшим был 3 года. Хорошо, что мать меня туда отправила, а так бы я в психушке до сих пор лежал бы. Немногие лежат, между прочим. Ну вот. Вот так потом он указал на Путина. Вот он, враг твой. Он зверь, не человек. Изгони его, и все. Но я к этому времени уже из леса вышел, уже нормальным человеком. Там уже рождается другой человек из леса выходит. Это уже много раз, так, одно и то же пересказывают. А в якутской газете в одной писалось про то, что некий молодой человек своей супруге часовню поставил. Вот сумасшедший, да это я же сумасшедший был. Я часовню ей поставил около могилы. И вы жили в шалаше? Да, в шалаше, вот видишь, да, зимой. Я же говорю, все знают, что я сумасшедший. Это же сумасшествие был. Они заметили в деревне мое сумасшествие. Ну как не заметить? Вся деревня знает, что я сумасшедший был. Я дураком, я вообще был сумасшедший. Вот Санька, вот ты услышал, да, подтверждение. Вот тебе доказательства. Но потом я скрылся вовремя от людей. Мать увела. Они хотели вот деревенские меня в дурку загнать. Мать уберегла. А вы не боитесь, что кто-то попытается это сделать? Ну, сейчас-то я нормальный человек, видите, адекватный. Конечно, попытаются. Власти обязательно попытаются сделать. Ну, пусть делают. Я знаю, что меня Бог бережет. Его жезл, его посох вот рядом со мной. Они успокаивают меня. Аминь. Вот и все. И, конечно, я чуть-чуть сумасшедшие слова говорю. Но вот мое слабое место. Пользуйтесь властью.